эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Карантин в Якутске, Алекминске и Тыкеле. Школы закрывают из-за гриппа и ОРВИ. Штрафы за потерю оружия или патронов. В Минюсте готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Якутский блогер предстанет перед судом. Девушке вменяют статью за клевету. Волс, удачный Хараялах, Оленек. Строительство завершится до конца 2020 года. Соцконтракт как стартовый капитал для любимого дела. История о том, как предпринимательница в Алдане начинала свое дело с нуля. И новые кадры из берлоги, где белая медведица Колымана вскармливает своего медвежонка. Во всех школах Якутска сегодня объявили карантин. Отменены уроки, а также кружки и секции. Пока до 16 февраля. А дальше решение о возобновлении занятий будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Так, на сегодняшний день зарегистрировано почти 4200 случаев заболевания. Превышение эпидпорогов отмечается во всех мониторинговых возрастных группах населения. Кроме того, частичный карантин ввели в 13 детских садах. Эти ограничения касаются отдельных групп. На основании протокола заседания санитарно-противоэпидемиологической комиссии городского округа города Якутск, протокол номер 1 от 5 февраля 2020 года о заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в городе Якутске, вынесено решение о временном приостановлении учебного процесса в детских образовательных организациях с 1 по 12 классы и работу кружков, секций дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий 6 по 16 февраля 2020 года, вне зависимости от форм собственности. Следующее заседание комиссии состоится 14 февраля 2020 года. Также на карантин закрыты все школы села Тыкель Татинского района. Он продлится до 11 февраля. Отменены занятия в школах города Алекминска. В ряде других населенных пунктах республики также введены точечные карантинные меры. А теперь к ситуации вокруг коронавируса. По официальным данным, в Якутии не зарегистрировано случаев заболевания этой инфекцией. Об этом заявила министр здравоохранения региона Елена Борисова. Она сообщила, что получены результаты анализов пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус. Все они отрицательны. На данный момент ожидается получение еще нескольких результатов. Напомню, что сейчас анализы проводятся в Новосибирске, но уже в скором времени они будут проводиться и в Якутске. Министерством здравоохранения совместно с Роспотребнадзором проводится ряд профилактических мероприятий. Приостановлены переезды, перелеты в Китай, продлены каникулы студентам, обучающихся в Поднебесной. Состоялось несколько санитарно-противоэпидемиологических комиссий, где разработаны пошаговые алгоритмы действий, как непосредственно врача, который впервые узнает о заболевшем, так и всей структуры медицинских организаций. Предусмотрено несколько этапов развертывания. Помимо этого выделены дополнительные средства на приобретение тепловизоров, которые сегодня установлены не только на территории города Якутска, но и на железнодорожных вокзалах, в том числе в аэропортах нашей республики. К другим событиям. Контроль над безнадзорными собаками в регионе усилят. Сегодня зампред правительства Денис Белозеров провел совещание с главами муниципальных образований, на котором они обсудили исполнение нового закона о гуманном обращении с животными. Как отметил вице-премьер, для исполнения этого закона потребуются дополнительные денежные вложения. Также он сообщил, что будет сохранена передача государственных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по обращению с животными без владельцев органам самоуправления в муниципалитетах. На сегодня в первую очередь особо остро стоит вопрос регулирования числа безнадзорных животных. В первую очередь мы должны думать о жизни и здоровье наших граждан, коллеги. Трагическое событие, которое произошло в Ленске, говорит о том, что очень маленький шаг от милого домашнего существа до озлобленной стаи. И не стоит забывать, что это не первый случай нападения стаи безнадзорных животных. Он является не единичным. Они приобретают, можно сказать, системный характер, что ставит под угрозу жизни и здоровья наших граждан. Мы помним события, которые произошли и в прошлых годах, и нам необходимо провести всю работу, чтобы, во-первых, обезопасить
наших граждан, проживающих в республике, и, во-вторых, исполнить все нормы закона. В России планируют ввести штрафы за потерю оружия и патронов. В Минюсте страны подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Так предполагается увеличение штрафов за нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов. Штраф может составить от 1,5 до 3 тысяч рублей. Статья также предполагает лишение права на приобретение, хранение или хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 2 лет. А если же подобные действия привели к потере оружия или патронов, то законодатель предлагает ввести новые штрафы для физлиц от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей. Известный блогер предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве и клевете. Об этом сообщает прокуратура республики. По информации ведомства, в марте прошлого года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила своему знакомому и потребовала передать ей 4000 рублей под угрозой применения физического насилия и распространения ложных сведений о том, что он ее изнасиловал. Мужчина, испугавшись, передал ей требуемую сумму. После этого обвиняемая разместила в социальной сети Instagram на своей странице, на которую подписано около 100 тысяч человек, фотографию данного мужчины и вышеуказанные ложные сведения. Говорится в сообщении. Уголовное дело в отношении 23-летней обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу. Более 9 тысяч классных руководителей в Якутии получат дополнительно по 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета. При этом все региональные выплаты им будут сохранены. Об этом сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров. Новшество вводится в рамках реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Владимир Егоров пояснил, что на величину региональной выплаты влияет ступень образования, оклад педагога, северные и районные коэффициенты, наполняемость классов. В настоящее время размер республиканской выплаты классным руководителям колеблется от 700 рублей до 4000 рублей. Предприниматели будут спонсировать оснащение мастерских по стандартам WorldSkills в Якутском индустриально-педагогическом колледже. Соглашение об этом сегодня подписали социальные партнеры и учебные заведения. Колледж победил в конкурсе на предоставление гранта «Молодые профессионалы» нацпроекта образования. В учебном заведении откроют мастерские по стандартам WorldSkills. Тему продолжит Сарглана Федорова. Изучать машиностроение на новом уровне. Такую возможность получат студенты Якутского индустриально-педагогического колледжа. На обустройство мастерских из федерального бюджета выделили свыше 34 миллионов рублей. Еще более 4 миллионов направит республика. А объем собственных и привлеченных внебюджетных средств составит более 1 миллиона. Социальные партнеры готовы к сотрудничеству. Планируем в большей степени, наверное, потратить средства на ремонт, косметический ремонт, так как оборудование будет приобретаться практически все на средства, выделенные грантом. А от нас, ну, в общем, благоустройство, скажем так, лабораторий, кабинетов для обучения. Проект оснащения материально-технической базы разработали с учетом востребованности кадров в автомобильной отрасли и экономике региона. А здесь появится совершенно новая мастерская, где будут обучать кузовному ремонту. А вместо этих учебных машин придут новые. Также закупят оборудование, которые помогут справлять вот такие деформации частей машины. Помимо этой мастерской построят еще 3 новые по окраске автомобиля, обслуживанию грузовой техники и для водителей грузовиков. А имеющуюся мастерскую по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей ожидает внушительное обновление. Вот тут мы будем размещать двигатели внутреннего сгорания грузовых автомобилей, коробка перемены передач и лабораторное оборудование по обслуживанию грузовой техники. В таких современных мастерских будут проводить экзамены по стандартам WorldSkills, профориентационные занятия для школьников. Кроме того, в аудиториях специалисты смогут пройти курсы повышения квалификации. Преподаватели надеются, что модернизация поможет подготовить профессиональные кадры, которые после обучения станут конкурентоспособными специалистами. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Но сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. В судачных районах оленек завершат до конца 2020 года.
Соцконтракт как стартовый капитал для любимого дела. История о том, как предпринимательница в Алдане начинала свой бизнес с нуля. И новые кадры из берлоги, где белая медведица Колымана вскармливает своего медвежонка. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. В республике построили 12 километров газопроводов в населенных пунктах. Газифицировано 900 жилых домов, сообщили в Минпроме республики. Обеспечена подача газа в села Тарат Мегино-Кангаласского улуса, Бердигистяк Горного улуса, Деринг Чурапчинского улуса и Табага. В этом году ведомство ставит перед собой задачи по реконструкции газораспределительной станции в Вилюйском улусе, разработке проектно-сметной документации, газификации города Алекминска и поселка Чурман, вводу в эксплуатацию газопровода Туара-Кёль и Юрин-Кёль и обеспечить газоснабжение села Толон. Строительство ВОЛС удачных Райалах-Оленек завершится до конца 2020 года. Об этом заявил первый зампред правительства Алексей Колодезников в ходе отчета правительства в селе Оленек. По его словам, с приходом ВОЛС качество связи в районе улучшится кардинально. Он также отметил, что в прошлом году в Якутии построено более 1600 километров оптоволоконных линий, к ним подключены более 50 населенных пунктов. По национальному проекту «Цифровая экономика» к интернету в прошлом году подключено 318 социальных объектов во всех районах, из которых 218 подключены по оптоволокну. Прогресс добрался и до ленских сел. Водопровод, центральное отопление, благоустроенные дома, современные спортивные площадки под открытым небом и многое другое. А все это в заречном сельском населенном пункте Натора. Кому на селе жить хорошо, выясняла Анна Кожевникова. Цивилизация оставила следы в этом далеком, закинутом за реку, расположенном в лоне сопок селе. Самая давняя печаль наторинцев в минувшем году была развеяна. Они получили в подарок от районной администрации новенький паром. Еще одна проблема, которая не решалась много лет – старая ветхая деревянная школа. Так как школа стоит на сваях, у нас очень холодно на первом этаже, когда на улице за минус за 30. И когда на улице очень ветрено. Но проблема у нас, только из-за этого мы думаем. А так отопление у нас, батареи хорошие, теплые всегда. Но к концу года в Наторе должно быть построено новое здание школы, где будет кого и чему учить. Несмотря на свое отдаленное географическое месторасположение, Наторинская школа, в пример многим городским ленским, уже перешла на обучение 2 языков. У нас английский язык изучается со 2 по 11 классы. С этого года в программу 5 класса добавили немецкий язык. Это второй иностранный язык. Учащимся нравится иностранные языки изучать, да? И каждый год по возможности мы участвуем в районных, в республиканских, международных, всероссийских конкурсах. Занимаем призовые места. Здесь на нехватку специалистов не жалуются, с чем в основном сталкиваются сельские школы, даже близлежащие к городу. Не хватает часов немножко учителей русского языка, потому что школа малокомплектная. Сейчас политика такая, что молодые учителя на 18 часов в селах не держатся. В прошлом году для наторинцев была оборудована современная спортивная площадка под открытым небом. Установлен детский игровой комплекс. ЛЭП в Наторе есть только зимой. Опоры электропередач временно устанавливают через реку. Зато летом наторинцы могут похвастаться водопроводом. А скоро у них появится квартал благоустроенного жилья. Это где-то в порядку, по проекту будут строиться 38 жилых домов. По распределению средств от района я в этом году где-то в порядке 1 миллион 550 вложил на проект планировки линейных объектов. Это то есть для подключения поселения к отоплению. Хорошо живут в своем селе наторинцы, наверное, потому что они патриоты. Они объединяются для создания комфортных условий и не спешат уехать на чужбину в погоне за лучшей жизнью. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Зачастую для воплощения в жизнь мечты не хватает единственной составляющей – это финансов. Не было стартового капитала у жительницы Алдана Натальи Лаптевой. Помощь она получила в рамках социального контракта, заключенного с органами соцзащиты. Теперь она все время посвящает любимому делу – выпечке пирогов и пирожных. Подробности в материале Татьяны Вахниной. Творожные кольца и тирольские ягодные пироги источают упоительные ароматы, сплетаясь с нотками свежезаваренного кофе. Однако главные десерты в кофейне Натальи Лаптевой – эклеры с заварным кремом, шоколадом и карамелью, с начинками из черники и манго. То есть это, в принципе, простое пирожное, но тем не менее оно очень вкусное, изящное, очень
такой приятный на вкус. В кофейне предлагается порядка 1,5 десятков видов выпечки. Наталья – пекарь, доставщик, официант и бармен в одном лице. Помощников у мастерицы нет. До 6 вечера кофейня принимает посетителей. Затем Наталья делает закупки и часов до 4 утра колдует у плиты, чтобы к открытию кафе была готова свежая выпечка. В столь напряженный режим женщина вошла полгода назад. Усталости не ощущает. Напротив, каждый день приносит заряд вдохновения. Планы наполеоновские. Очень хочется продвигаться, очень хочется развиваться. Хочется съездить на мастер-классы. Нашла кондитеров по России, хороших, очень профессионалов таких, да. И хочется купить технику дополнительно, чтобы упростить свой труд. Кондитерское мастерство Наталья освоила еще в юности. Правда, профессию связала с бухгалтерским делом. Производством домашней выпечки занялась пару лет назад. Десерты готовила в основном для друзей и знакомых. К широкому кругу потребителей смогла выйти благодаря государственной поддержке. Наталья заключила социальный контракт с органами соцзащиты. Нужен уставной капитал для, как говорится, движения своего дела. И не всегда он есть, и не всегда есть возможность его накопить. Но есть возможность взять. Наталья Лаптева стала одной из 10 человек, заключивших в прошлом году контракты с органами соцзащиты. Соцконтракт подразумевает поддержку самозанятости. В рамках данных договоров гражданам выделяется адресная финансовая помощь. На полученные деньги Наталья закупила оборудование, мебель, посуду и пополнила запас продуктов. А дизайн кофейни разрабатывала сама. Очень востребовано, потому что даже зачастую хотим иногда, хочется попробовать все-таки, скажем так, увидеть воочию, каким образом у нее идет работа. Когда подходишь, зачастую уже просто нет в наличии. Домашняя выпечка любима во многих семьях. На отсутствие выбора сладостей в торговых точках жаловаться не приходится. Но зачем делать то, что производят другие? Этим вопросом Наталья задалась еще до заключения контракта. И сегодня ее эклеры и пироги покорили сотни сладкоежек. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В рамках акции «Добрый февраль» телеканал «Якутия-24» взял шефство над многодетной матерью Евгенией Винокуровой, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Оставшаяся одна с 5 детьми в частном доме в черте Якутска, она уже много лет не может оформить земельный участок, на котором стоит дом. Наши корреспонденты оказывают ей информационную поддержку в оформлении документов. Как продвигается дело, расскажет Ульяна Шагина. В прошлом сюжете мы рассказали о том, как Евгения справляется с теми трудностями, которые выпали на долю ее семьи. Чтобы прокормить своих детей, многодетная мама решила заняться козоводством. Буду их нянчиться до осени и продавать уже. Семья проживает в селе Пригородное. Именно здесь в 2012 году Евгения нашла свободный участок размером в 1500 квадратных метров. Перевезла туда частный дом, но до сегодняшнего дня не может ее оформить. Участок с 90-х годов, когда распределяли, не входил в этот сот. И поэтому у меня между небом и городом и сотом я состою сейчас и неопределенности. В то время, когда Евгения нашла участок, он находился в водоохранной зоне. Сегодня он уже таковым не является. Это значит, что Евгении придется привести земельный участок в соответствии с правилами землепользования. Взялись помочь нашей героине юристы центра «Мои документы», и вот что они объяснили. По решению общего собрания членов СОТа земельный участок ей предоставлен в размере 1000 квадратных метров. А, как я уже сказал, у нее 1500 квадратных метров сформированного земельного участка, и это тоже может являться причиной отказа в предоставлении услуги. Для центра «Мои документы» подобная ситуация не в новинку. В год они оказывают более 5000 бесплатных юридических консультаций многодетным, инвалидам и малоимущим. Ситуация с нашей героиней является нестандартной. Тем не менее, центр обещает разобраться в ней до конца. Сейчас мы рекомендуем заявителю Евгении подать заявление по второму этапу предоставления как многодетной семьи и получить отказ. В зависимости от основания отказа это будет или обжалование решения, или же межевые работы по земельному участку. Мы постараемся помочь ей. Оформление документов для Евгении является жизненно необходимой процедурой, так как сегодня она не имеет права огородить свою землю и провести в дом газ, из-за чего многодетная мама в зимнее время полностью привязана к печному отоплению, а из-за отсутствия ограждения половину ее хозяйства задрали бродячие собаки. Это мне очень поможет в будущем найти работу, строиться и обеспечивать свою семью.
После выхода в эфир первого сюжета о нашей героине в адрес телеканала поступило огромное количество предложений с желанием помочь Евгении. Это очень волнительно и очень трогательно. Спасибо большое всем. Я очень рада. В последнюю минуту подготовки материала стало известно, что инициативу проявило агентство земельных отношений столицы, специалисты которого уже завтра решили принять Евгению для ознакомления с ее документами. Телеканал «Якутия-24» продолжает следить за судьбой многодетной матери. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Зоопарк Карту-Дайду опубликовал новое видео с медвежонком Колымана и Ломоносова. Малыш белых медведей подрос, но все так же постоянно находится в берлоге с мамой. Большую часть времени они спят, набираются сил, чтобы весной начать новый жизненный этап. Глаза открылись, все тело покрыто белым пухом. Активность растет вместе с ним самим. Ломоносов же, по словам сотрудников зоопарка, радуется прекрасной погоде и снежной зиме. Напомню, второй малыш белых медведей появился на свет в декабре прошлого года. Из берлоги Колымана выйдет весной, тогда и удастся точно узнать пол малыша. Призер Паралимпийских игр в Лондоне, многократный чемпион мира и Европы Владимир Болынец вновь бьет все рекорды. Накануне на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата якутский атлет в 15-й раз завоевал звание чемпиона страны. Соревнования проходят на базе АК в Тульской области. Более 170 спортсменов из 37 регионов страны подали заявки на участие в соревнованиях. Владимир Болынец стал победителем в категории до 49 килограммов. Он показал результат 155 килограммов в дисциплине жим-штанги лежа. А далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Нерюнгринского района. И я передаю слово моим коллегам.